Приветствую вас, мои дорогие подписчики, гости канала, вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 21 августа. Это у нас будет среда. Смотрим на колоде «Цыганский пасьянс». Все знаки начинаем мы от Овнов до Рыбок, все я смотрю в одном видео. Внизу вы можете найти тайм-код. Либо, вот увидите свой значок и останавливайтесь. Смотрим, значит, Овны. Овны, 21 августа, среда, события дня. Покажите мне, что Овнам приготовил этот день. Так, смотрим. Бабочка. Первое событие — бабочка. Тайная встреча, кольца. Свидание, роза. Может быть, какое-то тайное даже. Тайный союз, тайная встреча с кольцами. Новости. Информация, вести, молния. Замок нельзя. К сожалению, есть еще и колодец. Это очень сильное разочарование, глубокая печаль. То есть так автор назвал это событие. Здесь не вижу. Горизонтали, вертикали не нашла. Получается 5 событий у вас в среду. Значит, получается, у вас может быть какой-то деловой разговор, деловое общение. Деловое, рабочее, не личное, то есть имеется в виду личное тоже может быть что-то, свидание выпало. То есть, это уже какая-то приятная встреча, приятное общение, свидание и так далее. Тайная встреча. Вести, информация, новости. В этот день будет поступление новостей. И мне не нравится последнее разочарование, печаль. Возможно, эта информация будет какая-то не очень приятная. Но опять же, то есть лучше события не связывать. То есть тут может прийти какая-то информация, и просто вы разочарованы будете из-за чего-то другого вечером. Это что угодно может быть. Увидели какую-то информацию в телеграм-каналах, какие-то новости, еще что-то. Поэтому, к сожалению, такой минус тоже у вас есть, Овны. В среду. Чем-то будете сильно опечалены вы. Так, с вами разобрались. Смотрим дальше Тельцов. Что будет у Тельцов? Теперь разбираемся. Тельцы. 21 августа. 21 августа, среда. События дня меня интересуют. Тельцы. Дерево. Приглашение. Дерево показывает. Корона. Будильник. Мечи. Возможно, смотрите, вместе проиграется мечи и корона. Если выпадают рядышком, часто бывает так, что это одно событие. Слезы. Тут вообще на одну историю похоже, что это об одном и том же мне рассказывают. Бабочка. Тут не вижу. Значит, розу нельзя соединить. Цыпленка можно. Цыпленка можно. Так. И здесь нельзя.
Значит, смотрите, называю в отдельности сначала, да, то есть каждое событие назову в отдельности, а потом расскажу, что бы я здесь увидела, да, то есть какие взаимосвязи. По отдельности карта показывает, что вас куда-то пригласят в этот день. Какое-то будет событие связано с детьми, внуками, младшими членами семьи. Общение с представителем закона власти, то есть это человек, который имеет какую-то важность, значимость и так далее, да, то есть, грубо говоря, в короне. Конфликт, скандал, конфликт, проблема со временем, будильник. Успеваете, не успеваете, опаздываете, сильно спешите, перепутали время, то есть это всегда вот проблема со временем. Деловой разговор в этот день и слезы. Ну, тут очевидно, знаете, прям вот напрашивается история про то, что у вас назначено время с каким-то, ну, очень важным человеком, серьезным, будет разговор. Скорее всего, разговор будет на повышенных тонах, да, то есть какой-то конфликт, споры, выяснение отношений, может быть, вас будут ругать, да, то есть поэтому слезы показывать. И еще это может быть связано с детьми. Ну, допустим, это учитель, да, в школе вызовет вас, ну, и там, может быть, ребенок что-то натворил. Или, может быть, ну, имеется в виду, сейчас школы нет, да, то есть август, может быть, это вот перед школой там какие-то встречи, да, то есть и нужно решить какие-то вопросы, может быть так. Это может быть кто угодно, в принципе. Но очень похоже на какую-то такую историю. Так что такая информация. Будет у вас важный разговор, но мне не нравится, что выпали проблемы со временем и скандал вместе с этим разговором и с этим человеком. Поэтому вот как бы для вас предупреждение. Постарайтесь, чтобы эти ситуации не произошли, минимизируйте их. Мы же с вами для этого расклад и делаем, чтобы вы этого избегали, таких вероятностей. Смотрим дальше. Близнецы. 21 августа. 21 августа. Близнецы. Смотрим. Среда. Близнецы. Что у вас? Сразу же выпадает весть, информация. Получение какой-то информации будет. Скорее всего, в электронном виде придет эта информация. Угу. Яблоко, слезы. Змея. Змея доведет до слез вас. Дерево. Друг. Показывает, друг доведет до слез. Удачу нельзя. Месяц. Месяц. И победа. Флаг. Это победа. Так, а теперь проверяем горизонтали, вертикали. Весы нельзя соединить. Нет, нет, нет. Нет и нет. И здесь не вижу. Значит, рассказываю. А вам выпало получение новостей, информации. Дальше общение с друзьями, может быть, в этот день. Общение с какой-то змеей. Это человек обычно с таким с длинным острым язычком. Пытается там покритиковать, как-то обидеть вас, обозвать и так далее. Задеть, поэтому тут надо быть осторожными. Еще и рядом слезы выпадают. Да, то есть, ну, действительно, что-то съязвит и будет очень неприятно, обидно, больно. Может быть, друг. У вас там, если такой есть с длинным языком, то, возможно, друг, подружка. Дальше событие, которое повторяется, ну, чаще всего каждый месяц, то есть цикл месяца этого события, ну, там плюс-минус. И смотрите, рядом еще выпало приглашение. Возможно, раз в месяц вас куда-то приглашают, вы ходите. Как вариант, могут так проиграться. Ну и самое главное, вас ждет победа в этот день. Победа, связанная с работой, с делами какими-то. Вот если вы что-то наметили сделать, то карта говорит, что вас ждет хороший результат. Ну вот, видите, как есть и хорошие события, но есть и предупреждение. Так что 50 на 50 денечек. Смотрим дальше. Дальше у нас будут раки. Смотрим. 21
21 августа. Раки. События дня. Раки. События дня. Покажите мне, пожалуйста. Среда. Что у них будет в среду? Смотрим. Сразу вижу, ага, тут два варианта, смотрите, и колокольчик можно сделать, и удачу тоже можно сделать, да, ну если карточку повернуть, но я колокольчик увидела, оставляю его. Солнышко. Угу. Чемодан. Здесь не вижу. Не нашла. Горизонталь, вертикаль, я не вижу совпадений. Получается, 3 события у вас будет в среду. Первое показывает, что будут с кем-то пустые разговоры, болтовня. Обычное общение. Ничего серьезного, важного. Точно будет очень классное настроение, радость. Вы будете счастливы, довольны в этот день. И может быть еще временная разлука, расставание с кем-то. Чемодан показывает, что кто-то либо приезжает, либо уезжает, либо мы куда-то уезжаем с чемоданом. Ну, это временные такие. Временные расставания. Так что так, временная разлука. Иногда показывает покупку чемодана, сборы чемодана. Допустим, там едем в пятницу, собираемся в среду. Да, то есть вот так тоже может проигрываться. То есть иногда события нам прям в лоб показывают. Ну вот, в принципе, у вас тут все хорошо. Благодарю за внимание, и я перехожу дальше ко львам. Львы, 21 августа. 21 августа, события дня, львы. Бокал, застолье. Может быть, в среду лёжки. Угу. Свиток, встреча. Весы. Колебания, сомнения. Сложный выбор может быть еще. Слезы. Ну, так как негатива нет, в принципе, может быть, это слезы радости. Угу. Плюс еще есть успех. Есть ссора, метла. Ну, ссора такая, мелочь. Серьезные, да, какие-то ссоры, скандалы у нас мечи показывают. Поэтому друзья, смотрите. Друзья, слезы. И здесь нет. Получается, выпадает ссора в этот день, может быть, с кем-то на застолье, как вариант, да, то есть будет мероприятие, где вы будете
проводить время, отдыхать. И, возможно, там, ну, какие-то разногласия будут. Может быть, даже это и ссорой нельзя назвать. И, может быть, это будут с друзьями. Видите, выпадают друзья и слезы. То есть с друзьями будете где-то отдыхать, и, ну, разные мнения, да, то есть и будете спорить. Дальше, что у вас еще выпадает? Какая-то важная встреча. Может быть, деловая, рабочая, да, то есть там серьезная дела. И похоже, что она закончится успешно. Выпала карта успеха для вас. Вот эта встреча, общение. И также еще в этот день будут колебания, сомнения у вас. Будете выбирать между двумя вариантами. Там делать, не делать, идти, не идти, спорить, не спорить. Весы всегда показывают, когда мы вот колеблемся с одной стороны, в другую нас шатает, так сказать. Поэтому вот такой вот день. В принципе, события неплохие, вот за исключением только ссоры. Нужно постараться не поссориться. А не забывайте, что сейчас у нас 19 августа было суперлуние. Да, то есть это прям вот Луна очень большая. Если вы сейчас посмотрите на небо, вы увидите, что она большая. Ну, больше, чем обычно. Потому что она сейчас максимально приближена к Земле. Поэтому очень сильно вот именно в это полнолуние, да, то есть вот больше, чем в другие месяцы, мы сильно реагируем, да, то есть на полнолуние. Оно сильно влияет на нас. И мы такие немножко все раздраженные, агрессивные, кто-то даже вот агрессивный, поэтому ссоры, конфликты сейчас вот они неизбежны, потому что это 19-го оно было, ну плюс 3-4 дня оно еще может влиять, да, то есть Луна еще будет влиять, так как будет большой. Хорошо, смотрим дальше. Девы. 21 августа. Девы, 21 августа, среда. Покажите мне, что Девы ждет в среду. Угу. Ножницы, первое событие. Ножницы – это решение вопроса. Да, прошу вас не путать, у меня две разные колоды пасьянса. Да, то есть есть пасьянс цыганский, а есть пасьянс мой. Поэтому картинки могут иметь разные значения, потому что два разных автора. Да, то есть автор этой колоды по-своему видит картинки, я по-своему. Так, змея еще выпала. Кровать, интимная связь. Конверт нельзя. Угу, надежда какая-то. Подсвечник. Замочек, тайна. Корабль. Ожидания и надежды. Болезнь. Значит так, смотрите, что я понаходила для вас здесь. Во-первых, решится какой-то вопрос у вас в среду. Если вы себе уже наметили решение вопросов, то ножницы говорят, все, вот решится, поставите точку и забудете. Дальше. Какие-то вы на этот день вы возлагаете надежды. И карты показывают, что, скорее всего, все будет реализовано. Ожидание кого-то или чего-то в этот день может быть. Открытие секретов, тайн. Замок. Тема здоровья может проигрываться в этот день. Вы можете заниматься здоровьем, например, записаться к врачу, записаться на какие-то обследования, записаться там к косметологу, на массаж и так далее. Вот болезнь может как вариант так проигрываться. Еще может показывать начало, да, то есть в этот день, возможно, будут какие-то первые симптомы, там, простуды и так далее. То есть тема здоровья будет актуальна в среду. Плюс выпадает змея. С черепом она может показывать врачей, ну или людей, связанных с медициной. Поэтому, может быть, в вашем случае здесь змея будет не человек со злым языком, а это просто какой-то сотрудник медучреждения. И кровать тоже может как вариант показывать не интимную связь, а, допустим, какие-то процедуры. Ну, это как вариант. А вообще, конечно, кровать показывает, что есть вероятность того, что будет интимная связь. Ну, или там разговоры об этом, там, и все, что с этим связано. Так что вот так.
Ну, ничего плохого, кроме там ожидания. Ну, по здоровью, опять же. Если вы что-то уже запланировали, то тогда можно не переживать. Благодарю за внимание, девы. Перехожу к весам. Весы. 21 августа. Среда. События дня. Поехали, весы. Свидание. Конверт. Тут же сразу мечи рядом с конвертом. Напоминаю, что если выпадают прямо вот так рядышком, то они могут проигрываться вместе, эти события. Есть такая вероятность. Угу, здесь не вижу. Смотрим горизонтали, вертикали. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. И есть вот нерешенный вопрос есть. Цепь. Так, а теперь рассказываю, значит, что я здесь увидела. Увидела у вас свидание. В этот день, возможно, какая-то... Ну, если не свидание, допустим, вам не с кем ходить на свидание, то это просто приятная встреча. Дальше. Получение в этот день будет. Получение посылки, получение какого-то документа, получение информации. То есть что-то получите. Скандал, конфликт. Может быть, чтобы что-то получить, нужно будет поругаться. В вашем случае, не знаю. Но выпадает рядом скандал. Выяснение отношений, споры. Да, вот, когда все на повышенных тонах. Опять же, напоминаю, всем, кому выпадают мечи, я говорю о том, что помните, 19-го было суперлуния. Да, то есть и на нас это очень сильно влияет. И еще будет пару дней влиять. Поэтому вот эти скандалы, разборки, они сейчас прям вот... все это висит в воздухе, как дамоклов меч. Поэтому надо вот как-то себя сейчас контролировать. Это влияние Луны. Ну и нерешенный вопрос. Может быть, вот опять же, да, то есть вы хотели что-то получить, а карты показывают, нерешенный вопрос не решается, не получаете. Или получаете не то, что хотели, из-за этого конфликт. Вот может быть так, как вариант. Потому что ножницы, ну, как бы далековато. Видите, две половинки далеко друг от друга. Поэтому, скорее всего, что вы в среду поймете, что решение еще будет не скоро. Да, то есть этот вопрос еще не скоро закроется, и вас, может быть, будет это раздражать. Ну, вы должны понимать, да, что всему свое время. От того, что вы злитесь, вы как бы события не приближаете. Вы только тратите свои нервы, да, портите нервную систему, больше ничего. Так что старайтесь не злиться. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпионам. Смотрим. Среда для скорпионов. 21 августа. Среда для скорпионов. Так, скорпионы. Сердце выпадает первое событие, друзья. Угу. И змея рядом с друзьями. Ну, такое себе сочетание. Не очень. Кто-то из друзей может повести себя, да, вот как змея. Информация, новости, молния.
Иногда молния показывает такие какие-то шокирующие новости могут быть. Встреча. Неприятность. Расческа. Опять же, на встрече может какая-то неприятность произойти. Угу. Интимная связь. Кровать. Будильник нельзя, потому что обе карты зафиксированы. Ну и еще есть мешок с деньгами. Так, значит, смотрите. Рассказываю. Общение с друзьями будет. Ну, дружеская какая-то встреча, переписка. Змея может показывать разговор с каким-то человеком, у которого длинный язык. И он может язвить. Но также это может быть еще медработник. Тоже этого не исключаем. Как вариант, да, то есть кровать и змея, может быть, какие-то процедуры. Дальше деловая встреча, неприятность. Да, так что будьте готовы, какая-то неприятность может быть. Получение новостей, информации, интимная связь и деньги. Но мешок может показывать как приход денег, да, то есть так и расходы. Поэтому тут сложно сказать. Даже чаще мешок показывает больше расходы, чем прибыль. Ну, по-разному, да, то есть иногда и прибыль тоже. Так что, как уж у вас проиграется так или так, и не могу сказать. Вот сундук 90% показывает, там 95% даже, что это деньги приходят. А мешок, он как-то 50/50. Так что, скорпиончики, ну, будем надеяться, что это будет прибыль, а не убыль. Вот такая вот информация с одним предупреждением для вас. Благодарю за внимание. Перехожу к стрельцам. Так, смотрим. Стрельцы. Покажите мне, пожалуйста, события для стрельцов. Стрельцы, среда, 21 августа. Бокал. Тайная встреча. Весы. Третье событие. Цветочек. Еще вот рыбу пропустила. Горизонтали, вертикали я не вижу совпадений. Получается, у вас может быть какое-то застолье в этот день, в среду. Тайная встреча, может быть тайная. Пойдете на какое-то мероприятие, никому не скажете. Колебания, сомнения будут. Может быть, даже будете думать, идти, не идти. Выбор какой-то будет стоять перед вами. Дальше скользкое дело. Вас могут втягивать в какие-то схемы, махинации. Потом это всегда надо быть очень осторожными. Вы, получается, как рыбка, можете попасть на чей-то крючок, так что будьте осторожны. И исполнение желания. Так что, в принципе, два события хороших, одно предупреждение для вас.
Может быть, еще вот как-то, мне кажется, будет связана вот эта тайная встреча и вот эта рыба. Как будто вы должны куда-то попасть, никому не сказать. И карта говорит, ну это что-то какие-то вот крутки-мутки. Поэтому старайтесь не хитрить, не юлить. Потому что все равно это все потом рано или поздно, все эти схемы, да, все это открывается. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу я дальше к козерогам. Так, козерожки, 21 августа, события дня, среда, козероги. Угу. Метла, сразу же первое событие выпадает, выяснение отношений, споры, ссоры мелкие. Корона, даже показали, с кем это может быть. Это могут быть ваши руководители, представители закона, да, то есть какие-то люди серьезные, выше вас, да, по положению. Корона всегда показывает, что как бы добавляет статуса другому человеку. Встреча, вот, пожалуйста, да, то есть показывает, что есть какая-то важная встреча, свиток, да, бумага, деловая какая-то, с важным человеком, ну и рядышком выпадает ссора. Ну, как вы понимаете, для встречи это не очень хорошо. Прийти и поругаться, да, друг с другом, ну, такой себе результат. Угу. И еще выпадает также в конце самое последнее событие, свидание, ну, или приятная встреча, да, можно сказать. Если это деловая, рабочая, то это уже личная. Сейчас я еще посмотрю горизонтали, вертикали. Но я как-то тут вижу одну конкретную историю, прям показали. Угу, и больше не вижу. То есть как будто вот это самое важное для вас в этот день. Да? То есть встреча, общение с вот этим человеком в короне, но и предупреждение о том, что может быть ссора. Могут быть какие-то недопонимания. Опять же, как и другим знаком, я вам рассказываю, почему это происходит. Потому что 19 августа у нас было суперлуние. И вообще Луна очень сильно влияет на нас, да, когда идет полнолуние. Когда не просто полнолуние, а суперлуние, то это может растягиваться еще на неделю, ее влияние. Да, то есть поэтому вот с 19 плюс там 5-6 дней мы еще все такие на нервах, мы на взводе, мы себя не контролируем, мы сильно эмоциональные. Поэтому вот это вполне естественные процессы, да, когда два человека не могут договориться, не могут прийти к какому-то компромиссу. Поэтому для вас предупреждение, вы должны быть к этому готовы. Может быть, как-то проконтролируйте себя, тогда все сложится более удачно. Мы с вами же для этого, в принципе, и делаем прогнозы, чтобы как раз таких моментов стараться избегать. Так, хорошо, с вами посмотрели, теперь смотрю дальше Водолеев. Сейчас посмотрим, что у Водолеев. 21 августа. 21 августа. Среда, события дня, Водолей. Среда, события дня, Водолеи. Сразу же цепь выпадает первым событием. Дерево. Угу. Сердце. По-моему, только сердце только у вас выпало. Любовь. Угу. И интимная связь тоже, кровать. После сердца сразу. Машина, дорога. Розу нельзя.
Бабочка. Змею нельзя. Здесь не вижу. Так, смотрим, значит, что получается в итоге. Раз, два, три, четыре, 6 событий. Нерешенный вопрос будет какой-то в среду. Не получится решить. Да, вот смотрите, ножницы далеко друг от друга. Нет решения. Пока нет на данный момент. Нерешенный вопрос. Приглашение. Куда-то вас пригласят. Любовь, интимная связь. Деловой разговор. Может быть, приглашение на какой-то деловой разговор. И дорога. Но опять же, приглашение, поездка в этот день. Так что все события хорошие, за исключением только одного этого вопроса. И цепь показывает, что, возможно, вы уже много раз подходили к этому вопросу, много раз пробовали решать. И вот оно все как-то вот не решается. Ну, потому что просто не время. Когда придет время, да, то есть эта цепь разомкнется, да, то есть и событие произойдет. Всему, как говорится, свое время. Благодарю за внимание. И переходим к рыбкам. Остались только рыбки у меня. Сейчас будем с вами смотреть. Все, рыбки. 21 августа. 21 августа, рыбы, среда, события дня. Рыбы, среда, события дня. Победа. Первое событие. Победа. Цветок. Исполнение желания. Ключ. Будильник. Маска, к сожалению, еще есть. Так, значит, смотрим, что я понаходила для вас здесь. У вас много хороших событий, да, вот 3 и 2 предупреждения. Значит, из хороших победа вас ждет. Победа, достижение, результат. Хорошо, если какие-то конкурсы в этот день, то точно вы выйдете с дипломом, с первым местом, да, то есть какими-то результатами. Исполнится желание. Цветочек очень редко выпадает. Ключ. Для вас день очень важный, ключевой. Это день возможностей, это день открытых дверей. Да, поэтому у вас, видите, и победы, и желания исполняются. Предупреждение по времени. Еще домик нашла. Правильно в этот день рассчитывайте время. Возможно, давайте себе какие-то запасы. Будильник часто показывает, что мы не успеваем, спешим, торопимся, несемся куда-то. Чтобы этого не было, да, то есть правильно распределяйте. События дома в семье, также, видите, домик еще нашла. Ну, события, возможно, это вот эта победа и будет событие. И вот тоже еще предупреждение, маска, обман. В этот день вас могут обмануть, да, кто-то, ну, может быть, как вариант, не в плане прям обмануть, да, то есть там, может быть, человек, например, поздравляет вас, да, то есть с победой, но делает это не от чистого сердца, надевает на себя маску, да, то есть в лицо вам улыбается, а за глаза, может быть, там завидует или еще что-то, то есть может в таком плане тоже проигрываться, потому что это не прям вот конкретно какой-то обман на что-то. Так что вот такая вот информация для вас. Но в любом случае надо быть осторожными, потому что вокруг вас есть люди, которые носят маски, а вы просто вот не видите этого. И надо быть осторожными. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас на своих новых видео.